Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Пропажа, катастрофа и последующее расследование. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-12, следовавшего из Якутска в Иркутск. Продлевать будем. Теперь санитарные правила по работе образовательных организаций действуют до 2024 года. Воскрешенный государственный праздник. Сегодня в стране отмечается День народного единства. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-12, следовавшего из Якутска в Иркутск. Авиакатастрофа произошла вечером 3 ноября. В 19:45 по иркутскому времени воздушное судно пропало с радаров. Позже выяснится, что оно разбилось в 7 километрах от областного центра в районе села Пивовариха. 7 человек на борту скончались. Подробности в материале Мадины Халиковой. Значит, здесь дорогу между Байкальским трактом и Пивоварихой сейчас отцепляют, перекрывают. Самолет упал в районе приводного маяка. Здесь сейчас подъезжают ГАИ и всю дорогу перекрывают. Очевидцы рассказывают, как стали свидетелями крушения самолета. В 7 километрах от Иркутска разбился грузовой Ан-12. На борту находились члены экипажа. Это 7 человек. На место отправили спасателей, спецтехнику, 4 машины скорой и 2 медицины катастроф. О 2 погибших стало известно сразу. Позже власти сообщат о кончине всех. При заходе на первый круг, наверное, с учетом сложных погодных условий, запросил второй. И при заходе на второй потерпел крушение в 7 километрах от аэропорта. К сожалению, все погибли граждане Украины, Беларуси и России. Сейчас открытое горение ликвидировано. Мы сейчас проводим заседание КЧС, подключим здесь МИД. Самолет обслуживала белорусская компания «Гродно». Ан-12 следовал с Чукотки, а в Якутске останавливался на дозаправку. Из Якутска вылетел в 16:58, сообщил республиканский Минтранс. На борту были граждане Украины, Беларуси и России. В 14 часов 45 минут московского времени при заходе на посадку в 7 километрах от города Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. На борту предположительно находилось 7 человек. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. К 11 часам по иркутскому времени спасатели потушили обломки и разлившееся топливо на площади 300 квадратных метров. На месте работали 110 человек и 23 единицы техники. В пресс-службе Иркутского аэропорта рассказали, метеоусловия затрудняли посадку. Шел сильный мокрый снег. Вероятно, это и стало причиной захода самолета на второй круг. Еще одна версия – обледенения руля и элементов механизации крыла. Но все же в причине крушения предстоит разобраться комиссии. Уже найден бортовой самописец. Следователи возбудили уголовное дело, а Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов. Мадина Халикова, Иркутский район, Иркутская область. Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 2024 года. Санитарные правила в условиях пандемии предполагают запрет на мероприятия с участием нескольких классов или групп студентов, предписывают измерять температуру на входе в здание, проводить усиленную уборку и обработку помещений. При этом решение об очном или заочном порядке обучения принимается региональными властями, а не Роспотребнадзором. Отметим, что ранее подобные правила для образовательных учреждений должны были действовать до 1 января 2022 года. В Ленске возобновили санитарную обработку в местах скопления людей. Рабочие дезинфицируют общественные автобусы и жилые подъезды. На прошлой неделе сотрудники управляющей компании обработали 90 многоквартирных домов. Рабочие используют раствор хлора в концентрации 0,5%. Такая норма соответствует требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора. На момент дезинфекции жителям не рекомендуют выходить из квартир. Потом после обработки подписываем акты выполненных работ у собственников жилья. 1 или 2 квартиры, то есть люди выходят, смотрят, что дезинфекция проведена, ставят подписи. Есть и дежурные у меня, которые круглосуточно работают, и до 9 часов вечера они тоже проводят санобработку. Более того, с 9 часов вечера до 4 часов утра в Ленске дезинфицируют автобусы. Сиденья и поручни обрабатывают мойщицы. Штат специализированных мойщиц был сформирован в октябре. До этого санитарную обработку проводили водители.
В Якутске на территории пустыря на улице Каландаришвили начались подготовительные работы к строительству парка будущих поколений. Общественное пространство общей площадью почти в 2,5 гектара для круглогодичного отдыха и досуга горожан планируется ввести к 2025 году. Предварительно Фондом будущих поколений республики была проведена экспертиза с привлечением Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, которая показала, что на данной территории нет захоронений трупов животных, павших от сибирской язвы. По результатам исследований место исключено из общефедерального реестра Сибири язвенных захоронений. Однако по рекомендациям исследователей проектом предусмотрено консервирование определенного участка бетоном толщиной не менее 40 сантиметров. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей и гостей республики с Днем народного единства. Сегодня, 4 ноября, по словам главы региона, будет опубликована резолюция, в которую вошли конкретные предложения по оздоровлению жителей республики. Отметим, что День народного единства символизирует сплоченность всего российского общества и национальное согласие всех народов страны. Космонавты с МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем народного единства. Они записали видео поздравления с орбиты, кадры записи были предоставлены Роскосмосом. Космонавты пожелали россиянам никогда не терять, хранить и беречь чувство народного единства, братское чувство граждан страны. Станция МКС будет заменена на новую. Об этом сообщил... Дорогие друзья, дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, поздравляем вас с Днем народного единства. Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов и вернули России свободу и суверенитет. Давайте помнить, что в трудные времена наш народ всегда сплачивался ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания. Поэтому сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой Родины. Будьте здоровы и берегите своих близких. С праздником! В рамках празднования Дня народного единства для россиян организованы многочисленные онлайн-мероприятия. Напомним, что до 4 ноября продолжается фотоконкурс «Единство в нас», который проходит в инстаграм-аккаунте Министерства по внешним связям и делам народов. Там же можно посмотреть видео поздравления представителей национально-культурных объединений республики и видеоролик о народах, проживающих в Якутии. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям на своей странице в инстаграм организует акции «Россия в нашем сердце» и «Марафон наций». Также министерство проводит конкурс рисунков «Моя Россия». Для участия нужно разместить рисунки в Инстаграм с хэштегами «День народного единства 2021» и «Моя Россия». И с 3 по 7 ноября в онлайн-формате проходит ежегодный большой этнографический диктант, в рамках которого за 45 минут необходимо продемонстрировать знания культуры и обычаев народов России, ответив на 30 вопросов. Персональная выставка известной художницы Туяры Шапошниковой представлена в творческом пространстве «Космос», который расположился в современном центре имени Юрия Гагарина. Все 34 картины в основном написаны в жанре художественной графики и несут в себе глубокий философский смысл. Какой именно, с автором поговорила Марферина Алексеева. Атмосфера, музыка и свет зала – здесь все создает атмосферу и завораживают. А картины с интригующими абстрактными фигурами и насыщенными цветами будто гипнотизируют. Художница Туяра Шапошникова сумела все пространство превратить в цельное полотно. Есть работы, которые я отправляла в ссылку там куда-то на дачу, а есть совсем новые работы. И я их вот так вот соединила в одну такую систему, да, и работала уже
как бы с залом, вот новое пространство. Я уже работала не как бы отдельными картинами. У меня не было спортивного интереса собрать там 1000 картин, да, и сказать, какая я трудолюбивая. Да нет, здесь уже идет работа именно с пространством. Автор, транслируя свои переживания и открытия, предлагает зрителям осознать мгновение радости жизни здесь и сейчас. Даже в нынешние дни вынужденной изоляции уметь ценить то, что есть, продолжать созерцать, вдохновляться и создавать. У нас было такое понятие отложенной жизни. Да, мы всю зиму могли работать, там, не покладая рук, там, мерзнуть, да, там, ну, как бы так, сжаловаться на холодную зиму, а потом летом радостно ехать там за 3-9 земель, чтобы испытать вот это счастье. И это неправильно. И сейчас жизнь нас очень четко поставила нас на свои места и сказала: ребята, действительно счастье в твоей семье, счастье в твоем окружении, в твоей природе, в твоей родине. И это не просто слова. Создавать нечто прекрасное художница предлагает посетителям прямо на месте. Нужно только посетить выставку. Данная монументальная роспись исполнена в направлении сюпрематизм. Это когда через геометрические фигуры автор передает свои чувства и эмоции. Каждый посетитель может благодаря переставлению этих дощечек почувствовать себя настоящим творцом. То, что Туяра Ефимовна сейчас в новом статусе профессора Арктического института сделала в нашем зале, в нашем творческом пространстве «Космос», очень такое яркое, очень эмоциональное, выразительное авторское высказывание в виде выставки. Рады тому, что благодаря выставке у нас появилась авторская роспись Туяры Шапошниковой. Школьникам и студентам ознакомиться с искусством графики, живописи и сделать уникальные фото у арт-монумента можно бесплатно с помощью виртуальной пушкинской карты. А для всех остальных вход будет стоить 150 рублей. При себе нужно иметь подтверждаемый QR-код. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Учащиеся якутских школ принимают участие во всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия». В борьбе за победу дети от 6 до 18 лет записывают видео о мифах и легендах своего края. Также они передают приветы сверстникам из других регионов, приглашая их в гости. Лучшие работы будут выявлены путем открытого интернет-голосования. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря. Отметим, что в прошлом году от Якутска участие в конкурсе видеокроссинга приняли более 500 команд. В этом году из-за локдауна ожидается меньшее количество. Представить свою национальную притчу-сказку решила и команда 2 класса столичной школы номер 5. Их творческий коллектив презентовал легенду о девочке на Луне. Удивляйтесь. Точно. Наш класс выбрал легенду о лунной девочке, потому что ребятам это очень понравилось. И думаю, другим ребятам из других регионов тоже будет интересно. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.